Природоохранная прокуратура Республики Абхазия – это самостоятельный орган Генеральной прокуратуры, имеет статус специализированной. Деятельность прокуратуры осуществляется на плановой основе. Главные направления деятельности – сфера защиты окружающей среды и природопользования. В начале встречи природоохраны прокурор Абхазии Денис Чанба рассказал о том, какая работа проведена ведомством за последние несколько лет. За 2017 год и первое полугодие 2018 года природоохранной прокуратурой за 2017 год проведено 15 общенадзорных проверок. За первое полугодие 2018 года проведено 8 общенадзорных проверок, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства, закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, помимо этого карантинного и ветеринарного законодательства, земельного законодательства. Проверки были подвергнуты Государственный комитет по экологии и природе, санитарно-эпидемиологическая служба, как государственная, так и районная СС. Как сообщил Денис Чанба, в результате проведенных проверок выявлены ряд нарушений. За 2017 год было возбуждено 6 уголовных дел, такое же количество и в текущем году. В основном это незаконная порубка деревьев в заповедной зоне. По словам природоохранного прокурора страны, во многих случаях уголовные дела приостановлены, так как нарушители не установлены. Проверке подверглись также морские суда, некоторые из которых были отстранены от лова. Проверялись рыбоперерабатывающие предприятия, но в свою очередь не было осмотрено, по крайней мере документально, не производились осмотры кораблей, которые занимались ловом, орудия лова. Помимо этого, штаб рыбной паутины фактически фиксирует вылов рыбы, основываясь на информации, предоставляемой капитанами и рыбоперерабатывающими предприятиями. Вот этот самоконтроль мы тоже как-то рекомендовали и, вернее, предписали, чтобы был исключен. Специалисты также говорили о необходимости санитарной охраны водозаборных сооружений. Отсутствие соответствующей лаборатории на границе с Россией усложняет контроль над качеством завозимой в республику животноводческой продукции, отметил Чанба. Он также рассказал о случаях поступления заявлений от местных жителей в связи с жестоким обращением с дикими животными, которые имеют место в летний период. Однако, по словам Чанба, уголовная или же административная ответственность за незаконное содержание диких зверей в Уголовном кодексе Абхазии не предусмотрена.